На мультимедийной площадке исторического парка Якутии «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие мультиформатной экспозиции «НАТО и лидер Альянса. Хроника жестокости», посвященную деятельности НАТО с начала Холодной войны и до наших дней. Выставка реализована в партнерстве с Музеем современной истории России и станет первой подобной возможностью для знакомства с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам. Выставка НАТО «Хроника жестокости» открывается в эти дни во всех исторических парках «Россия. Моя история». Понятно, что это вопрос не праздный. Ситуация с расширением НАТО на восток, и об этом очень много сегодня говорят, особенно в контексте украинских событий. И мы сегодня призваны показать нашему населению, нашему молодому поколению предысторию, чтобы они четко понимали, откуда все произрастает. А по сути эта тенденция и это явление возникло буквально сразу после окончания Второй мировой войны, когда мы видели ужасные бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, и после фултонской речи Уинстона Черчилля в 1946 году, когда, по сути, была провозглашена борьба на истощение между двумя общественно-политическими системами. И в 1949 году был создан блок НАТО, который до настоящего времени, хотя себя и позиционировал как оборонный союз, по сути, он наступал и двигался к границам Советского Союза. Не прекратило это движение даже, по сути, прекращение существования Варшавского договора и Советского Союза. Все наши договоренности были практически забыты. И сегодня мы видим, какими средствами и способами НАТО действует, не гнушаясь практически ничем, и заявляет о своей цели ослабить Россию, и поставляет сегодня вооружение 30 стран НАТО, и собираются еще принимать новые страны в этот Североатлантический так называемый союз. Поэтому мы, конечно, должны понимать все угрозы, которые исходят от этого движения и от этой организации, и четко представлять себе, насколько она, какими методами сегодня действует. И здесь показана история развития и как раз-таки та хроника действий НАТО в разных частях мира, которая, по сути, может быть описана вот этими словами. НАТО – это хроника жестокости. В экспозиции собраны архивные фото и видеокадры из собрания «Информационное телеграфное агентство России», исторические документы, уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны. В открытии экспозиции приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев и руководитель администрации главы Якутии Георгий Михайлов. В Якутске сегодня проходят события, которые на самом деле выходят далеко за рамки и города, и республики. Оно носит общероссийский характер, но оно посвящено тем глобальным угрозам, с которыми сейчас сталкивается Россия. И среди этих угроз, конечно же, на первой позиции во все возрастающей очевидной степени выходит деятельность Североатлантического альянса, блока НАТО. И выставка, которая сегодня посвящена истории этого альянса с момента его создания в 1949 году, на самом деле обращена не в историю. Она обращена в будущее, в котором, называя вещи своими именами, НАТО быть просто не должно, потому что Североатлантический альянс не решает никаких проблем современности, он их лишь дополнительно обостряет, генерирует, он их подкидывает нелояльным странам с тем, чтобы ставить их в подчиненное зависимое положение. И среди объектов приложения сил НАТО избрал для себя и Российскую Федерацию. Мы, очевидно, находимся в состоянии конфронтации с Альянсом. Это не наш выбор. Мы бы предпочли видеть пространство безопасности не разделенным на блоки, и мы готовы выстраивать такое пространство безопасности. Об этом говорил президент Российской Федерации неоднократно, в последний раз в декабре прошлого года, когда он
обращал соответствующие инициативы и в адрес Соединенных Штатов Америки, и в адрес НАТО. Увы, все эти инициативы остались неуслышанными, а значит, у нашей страны остается только один выбор для того, чтобы защищать свою собственную безопасность, безопасность людей, которые живут в России, в том числе здесь, в республике Саха-Якутия. Это, если хотите, операция по принуждению к миру, специальная военная операция на территории Украины, которая на самом деле предотвращает глобальный конфликт между Россией и странами НАТО с риском перетекания этого конфликта в Третью мировую войну. Это страшная угроза человечеству, которая спровоцирована Североатлантическим альянсом, но это та угроза, которую сейчас успешным образом ликвидирует наша страна, Российская Федерация. Выставка является дополнением к постоянным экспозициям парка, занимает 3 зала в экспозиции Романовой и будет бесплатной. Для посетителей экспозиция работает до 31 мая. Музей, он, если хотите, имеет как минимум 2 измерения. Это содержание, если что-то, о чем можно рассказывать, что будет интересно посетителям. И второе – это форма. Как это содержание доводится до посетителей. Понятно, что люди становятся все более требовательными. Большая часть людей путешествует по стране, по миру и могут сравнивать. Вот здесь вот и содержание, и форма, на мой взгляд, блестяще соответствуют замыслу создателей этого музея. Совершенно уникальная история, культура, традиции, достижения всех народов, которые исторически проживали и продолжают жить на территории современной Якутии. Это общенациональное достояние, вне всякого сомнения. Тут, может быть, найдет для себя свою часть и этнограф, и человек, который пишет там, ну, не знаю, историю промышленности нашей страны или сельского хозяйства, или науки. Но это неотъемлемая часть нашей истории, многообразная, и в каждом своем измерении, в каждой своей грани, разумеется, очень интересная и, не побоюсь этого слова, великая. А вот то, как это здесь в музее сделано, как здесь применяются современные мультимедийные средства подачи материала, как человек сам, посетитель этой выставки, этого музея, этой экспозиции, сам может организовывать свое освоение того материала, который здесь представлен, но это дорого стоит. Это далеко не каждый музей может похвастаться такими возможностями, и далеко не каждый музей может похвалиться тем, как он эти возможности задействует. Поэтому здорово, браво, всех тех, кто меня сейчас видит и слышит, убедительнейшим образом приглашаю посетить выставку «Современная история Якутии».